Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Нашу сегодняшнюю передачу мы посвящаем сложившейся в мире и в стране ситуации с коронавирусной инфекцией. В Чувашской республике на сегодняшний день один подтвержденный случай COVID-2019. Что же делается в городе Канаше в период эпидемии и насколько готов наш город? Об этом прямо сейчас. Дорогие канашцы, сегодня сложилась непростая ситуация в стране с распространением коронавирусной инфекции. Никто еще не знает, как бороться с этим, но единственное, мы знаем одно, что можем себя уберечь, соблюдая элементарную личную гигиену. То есть все мы должны мыть руки, находиться на безопасном расстоянии от других жителей. Сегодня, по утверждению медиков, это расстояние составляет от 1,5 до 2 метров. Определенные рекомендации получили магазины города, чтобы сделать такую же разлиновку, чтобы наши горожане могли понимать, что находятся на безопасном расстоянии. Если вы приходите в магазин и трогаете предметы определенные, ручки дверей, перила, вы в любом случае должны по приходу домой хозяйственным мылом или другими дезинфицирующими средствами обработать свои руки и то же самое советовать членам своей семьи. Настоятельно рекомендую все-таки оставаться на местах в период вынужденных каникул. Но мы сегодня констатируем тот факт, что многие горожане воспользуются вынужденными каникулами для организации личного досуга, чего делать крайне нежелательно. Аналогичная ситуация стоит и с нашими детьми. Много мы сегодня видим людей во дворах. Они общаются между собой, и они тоже могут явиться источниками передачи коронавирусной инфекции. Тем самым ставя под угрозу наше старшее поколение, которые в самой сложной ситуации здесь находятся, люди более 60 лет, более подвержены распространению этой инфекции. Поэтому я настоятельно прошу всех, дорогие горожане, оставаться по возможности дома, а из дома выходить в случае прямой необходимости, сходить в магазин за продуктами питания. Ну и друг к другу относитесь, пожалуйста, взаимовыручкой. Пришел в магазин, знаешь, что у тебя соседи почтенного возраста. Не поленись, позвони и попроси, нужно ли им что-то приобрести в магазине, и можно принести это. По городу организовано волонтерское движение. 25 волонтеров распределены на 10 участков. Город разбит на 10 участков. И по телефону 22264 можно попросить приобрести товары первой необходимости как раз наших волонтеров. Яндекс.Такси сегодня тоже бесплатную доставку организовал продуктов питания для людей почтенного возраста, инвалидов. Все это делается через Канашский центр социального обслуживания населения. Поэтому, дорогие друзья, не поддавайтесь панике, не верьте никакой информации, которая не подтверждена официальными источниками. Ситуация в городе стабильная и находится под контролем. Далее к нам присоединяется главный врач Канашского межтерриториального медицинского центра Рената Николаевна Федорова. Рената Николаевна, какова ситуация в городе Канаше? Добрый день, уважаемые телезрители. Я хотела бы вначале сказать про небольшую статистику. Сегодня под наблюдением в Чувашской республике находится 889 пациентов, в том числе в Канаше 33. Подтвержденный диагноз у одного пациента в Чувашской республике – это один пациент. Других подтвержденных диагнозов пока на сегодняшний день нет, и в том числе в Канаше. Рената Николаевна, допустим, в городе Канаше появился человек с подтвержденным диагнозом коронавируса. Какие действия будет предпринимать Канашский ММЦ и остальные больницы? Я хотела бы уточнить, что в Чувашской республике для организации работы сегодня утверждены временные порядки. Все учреждения здравоохранения сегодня работают во взаимодействии.
Если, например, появится такой пациент, который по телефону сообщил, что он приехал из-за рубежа или был в контакте с больным, и у него повысилась температура, на выезд выезжает врачебно-сестринская бригада для уточнения вопросов о состоянии здоровья. И если действительно будет подозрение на коронавирусную инфекцию, обязательно будут взяты мазки, на себя вызывается бригада для медицинской эвакуации, и пациент будет у нас госпитализирован в инфекционное отделение Канашской центральной районной больницы. А если же все-таки пациент указывает, что он действительно был в контакте, у которого коронавирусная инфекция, и в анамнезе у пациента есть заболевание сахарный диабет, заболевание бронхолегочной системы, заболевание сердечно-сосудистой системы, также вызывается на себя бригада скорой медицинской помощи для медицинской эвакуации этого пациента уже в инфекционное отделение, которое организовано в республике на базе больницы скорой медицинской помощи для лечения пациентов, у которых подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. Я бы хотела сказать, что для оказания медицинской помощи, для проведения профилактических мероприятий все медицинские работники работают во взаимодействии, и в соответствии временных порядков помощь оказываться будет всеми сотрудниками учреждений здравоохранения. И давайте поговорим о маршрутизации. Если в Канаше обнаружился человек с коронавирусом или с подозрением, какая будет транспортировка? Я уже говорила ранее, то есть медицинской эвакуацией заниматься будут работники, сотрудники скорой медицинской помощи. И они на себя возьмут перевозку в те учреждения, которые определены в соответствии временным порядком. Это инфекционное отделение больницы скорой медицинской помощи. Уважаемые телезрители, я бы хотела обратиться к вам с какой просьбой. В первую очередь вы должны успокоиться. На сегодня мы в состоянии оказать медицинскую помощь при разных ситуациях. Поэтому, если вдруг у кого-то повысилась температура, вам необходимо вызвать на себя врача для того, чтобы именно на вашей территории поставили диагноз и определили, какую помощь вам оказывать. И если вы видите, что в разных средствах массовой информации есть те информации, которые будоражат народ, я бы хотела, чтобы вы все-таки набирали номер телефона к своему врачу, в частности участковому врачу или участковой медицинской сестре, и получили достоверную информацию. Это первое. Второе. Объявленные Российской Федерацией каникулы говорят о том, что вы действительно должны соблюдать режим самоизоляции. Те вопросы, которые у вас возникают, я говорила, и мы будем решать вместе с вами пока по телефону при вызове врачей-специалистов или медицинских работников на дом. О мерах профилактики нам расскажет Олег Леонидович Кузьмин, начальник Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской республике в городе Канаше. Олег Леонидович, добрый день. Каковы профилактические меры в городе Канаше? Добрый день. Руководителем Роспотребнадзора по России принято постановление номер 7 от 18 марта 2020 года, согласно которому лицам, прибывшим в Российскую Федерацию из зарубежных стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, необходимо при своем возвращении сообщать по горячей линии о прибытии, далее о месте нахождения с указанием адреса и в какой стране они были, для того, чтобы взять их на учет и, соответственно, проводить мероприятия по оказанию необходимой помощи, чтобы данные лица не были источником заражения других лиц, с которыми они контактируют. Далее лицам, прибывшим из-за рубежа, необходимо самоизолироваться и
запрещается, не рекомендуется покидать свои дома, свои квартиры. Только в том случае, если есть уже угроза жизни и здоровью. В целях, для того, чтобы помочь этим лицам, можно обращаться к волонтерам, то есть по доставке продуктов питания, по выносу мусора и так далее. Все граждане должны соблюдать требования личной гигиены. Для профилактики также необходимо проводить проветривание помещений не реже одного раза в течение 2 часов. Необходимо проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, которые разрешены для применения в быту. О выплатах мы поговорим с Ольгой Михайловной Петровой, начальником отдела Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Канашай Чувашской Республики. Ольга Михайловна, добрый день. Каковы запланированные выплаты нашим горожанам? Во время карантина мы, как и другие социально значимые учреждения, мы работаем, правда, в усеченном варианте. Ведем прием по предварительной записи, только по предварительной записи, по тем вопросам, по которым у нас установлены жесткие сроки. Это вопросы назначения пенсии, перерасчета, вопрос оформления компенсационной выплаты по уходу. Вот по таким вопросам мы ведем прием. Без предварительной записи осуществляем прием при выплате пособия на погребение. Этот вопрос, он, конечно, злободневный. Здесь без очереди принимаем посетителей. Все остальные вопросы, которые могут подождать на сегодняшний день, это заблаговременная работа. Вот очень много звонят и подходят на консультации те лица, которые у нас получили в рамках заблаговременной работы информационные письма о том, что нужно проверить свои лицевые счета, и если есть разница с трудовыми книжками или какой-то стаж не занесен на лицевой счет, мы просили бы подойти к нам для уточнения. Вот сейчас, дорогие телезрители, этого пока делать не нужно. Время у нас с вами еще есть для этой работы, и поэтому давайте спокойно переживем вот это вот время, посидим дома, пообщаемся с детьми, с семьями, а остальную работу мы с вами проведем со всеми, как положено, в те установленные сроки, которые должны быть, но чуть попозже. Еще один вопрос, Ольга Михайловна, вам, конечно, немножко отходя от темы. Все-таки приближается праздник 75-летию со Дня Победы. Какие выплаты назначены для наших ветеранов и ветеранов тыла? Но на фоне вот сегодняшней такой негативной, наверное, обстановки в стране у нас есть и позитивные стороны, позитивные моменты. Мы все ждем с нетерпением такой знаменательной даты 75-летия Победы над фашистской Германией. В связи с этим 7 февраля 2020 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял указ о единовременной выплате в честь этой знаменательной даты. 75 тысяч рублей будут выплачены инвалидам, участникам войны, семьям погибших, семьям умерших инвалидов, участников войны и несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто. 50 тысяч рублей будут выплачены ветеранам войны, которые указаны в законе о ветеранах. Это труженики тыла, те, кто работали в годы войны, ковали победу в тылу, как говорится, и совершеннолетним узникам концлагерей тоже будет выплачено 50 тысяч рублей. Кроме этого, у нас установлена ежегодная выплата инвалидам, участникам войны, это 10 тысяч рублей, это тоже выплата будет произведена. Все эти выплаты будут проходить через пенсионный фонд, кроме тех лиц, которые получают пенсию через свои ведомства. Предположим, это судьи, это служащие ФСБ, силовых структур, так будем говорить. Они пенсию получают через свои силовые ведомства, и выплата им будет производиться также через свои ведомства. То есть вот эта выплата будет производиться через тот орган, который осуществляет пенсионное обеспечение пенсионера. Здесь, наверное, вот немножко в связи с тем, что такая ситуация сейчас сложилась, было принято решение произвести выплаты досрочно эти вместе с пенсией.
Поэтому те пенсионеры, которые получают пенсию через кредитные учреждения, Сбербанк, это Чувашкредитпромбанк, ряд банков еще у нас есть, через которые получают пенсионеры пенсию. Значит, банки 27 марта профинансированы по 12 апреля, то есть выплата также будет как бы по графику осуществляться, но немножечко досрочно. И знаю уже, что практически в этот же день прошло зачисление по лицевым счетам по 12 апреля. У кого вот график по 12 апреля, пенсию и выплаты, кому положены эти, они уже получили. Почта начинает выплаты тем, кто у нас получает или на почте, либо дома. Почтальон приносит это 4 и 6 числа. То есть почта как бы работает у нас, хотя средства тоже профинансированы. Почта к выплате готова. Массив уже для выплаты, он весь готов, и все готовы к этим выплатам. Поэтому вот те уже, кто получили, почувствовали эту вот разницу в ежемесячной, как говорится, пенсии. Ну, а остальные дальше там по графику будут получать. Дорогие наши жители города, как уже говорил и Виталий Николаевич, и вот предыдущие выступающие, я тоже хочу всех призвать в первую очередь успокоиться, не наводить панику, относиться с большим уважением друг к другу, лишний раз не покидать свои дома. Это касается не только лиц престарелого возраста или пожилого возраста, то есть не только лиц в возрасте 60 лет и старше, это касается нас всех. Пожалуйста, давайте будем вот к этой ситуации, сейчас к сложившейся, относиться очень серьезно и с уважением друг к другу, еще раз повторяюсь. Больше находиться дома, чтобы вот этот вот пик, который как бы по расчетам вирусологов приходится как раз вот на эту и следующую неделю, вот, чтобы не было такого массового распространения вот этого заболевания, лучше все это пересидеть дома, побыть с детьми, пообщаться, чего мы, наверное, уже давно не делаем, давно забыли, посмотреть с детками мультики, почитать им книжки, приготовить вкусный обед. Ну, а пообщаться с бабушками и с дедушками, которые живут, если отдельно, то здесь нужно будет как-то их тоже и поддержать, и настроить на то, что вот сейчас пока время на общение по телефону. У многих есть скайп, у пенсионеров, у кого-то телефоны с камерами. То есть возможность общения, она есть, но в удаленном доступе. Берегите себя и своих близких. Дорогие канашцы, соблюдаем режим, соблюдаем карантин и самоизоляцию, сидим дома, на улицу выходим по крайней необходимости, чаще моем руки и носим маски. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Добро пожаловать в магазин низких цен «Светофор». Готовитесь к садово-огородному сезону? Есть повод накрыть богатый стол? А может быть, ищете для близкого человека подарки? Закупайтесь в «Светофоре». У нас вы найдете товары по выгодным ценам. Макаронные изделия, крупы, консервы, подсолнечное масло, колбасно-сырные изделия, мясо, всевозможные сладости, бытовая химия, посуда, товары для сада и огорода. Все для вашего стола и дома.
Мне очень нравится этот магазин, я практически прихожу сюда. Ну, приезжаю я вообще с другой республики, если честно. Я приезжаю из Татарстана. Ну, раз в месяц это точно. И как бы мне нравится здесь выбор. Вот посуда здесь очень недорогая. Макароны, да, вот так же, вот так вот. Колбасные изделия, да. Ну, как бы вот, ну, да, вот мне нравится. Супер. Не переплачивайте, ищите выгоду у нас. Уважаемые покупатели, поздравляем вас с наступлением весны. Магазин «Светофор» предлагает вам весеннюю продукцию, сезонные товары, постную продукцию. Магазины «Светофор» напрямую сотрудничают с производителями, поэтому мы можем предлагать цены ниже рыночных на 20-30%. Постоянные скидки предлагаем, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Реальная экономия семейного бюджета. Хотите проверить? Приходите в «Светофор» всей семьей. Большой ассортимент постной продукции. Вместе с нами поход за продуктами «Праздник». Нам очень нравится по цене и качеству. Есть, конечно, очень цены низкие и качественные есть продукты. Покупаем сыр, творог и рыбные. И особенно нам нравится морская капуста. Я рекомендую всем приезжать. На самом деле цена тут очень низкая. Еще для сада, огорода очень много тут. Всякие удобрения покупаем. Еще пластиковые всякие для бани. Цена низкая. Нам нравится. Мы даем зеленый свет низким ценам. Изюм темный 1 килограмм 105,90. Чернослив 1 килограмм 137,90. Свинина 1 килограмм 169,90. Парник легкосборный 221 рубль. Приходите в магазин «Светофор» за умными покупками. Экономьте вместе с нами. Низкие цены у нас. «Светофор», город Канаш, Котовского, 4.